Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. Сегодня мы расскажем о смертельном наезде на пенсионерку в центре Казани. Пожалуйста, не надо, не так уже. Женщина переходила дорогу на красный свет. Покажем приговор мужчине, год назад убившему своего школьного приятеля. Хочу попросить прощения всех родственников. А также полицейские изъяли почти 18 тонн спирта, ввезенного по подложным документам. Перегружали? Что? Канистры. Это и не только. Прямо сейчас. 70-летняя женщина погибла под колесами Субару в центре Казани. Пенсионерка, торговавшая сладостями, хотела перейти дорогу на пересечении улиц Чернышевского и Правобулачная. Но как только она шагнула на пешеходный переход, ее сбила иномарка. По данным автоинспекции, на дорогу женщина вышла на красный свет, а водитель иномарки, вероятно, превысил скорость. Айрат Назипов был на месте трагедии и узнал все подробности. Пожалуйста, не надо, не так уже. Это все, что смог сказать 26-летний водитель Субару. Он не смог остановиться, когда женщина с тростью и тележкой со сладостями шагнула на пешеходный переход. Водитель автомобиля Субару, следуя по улице Правый Булак, на пересечении улицы Чернышевского, направлении улицы Декабристов, совершил наезд на пешехода женщину около 70 лет, которая следовала по регулируемому пешеходному переходу. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте. Шансов выжить у 70-летней женщины попросту не было. Тележка со сладостями и трость разлетелись в разные стороны. Водитель Субару пытался доказать автоинспекторам, что пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД с ним согласились. Тем не менее, характер повреждений его автомобиля говорил о том, что мужчина также нарушил правила дорожного движения. Женщину сбили на этом пешеходном переходе. Судя по тому, что водитель Субару протащил ее после удара порядка 50 метров, скорость, с которой он двигался, была очень большой. Это при том, что здесь установлены знаки, запрещающие двигаться со скоростью больше 40 км в час. Картину произошедшего установят уже следователи. По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». 2 человека погибли, еще 4 пострадали в результате крупной аварии в Лаишевском районе. Недалеко от села Черпы столкнулись микроавтобус и легковушка. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, житель Альметьевска, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб протаранил Ford Transit. Водитель легкового автомобиля и его пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы в РКБ, но спасти их врачи не смогли. Одного из пассажиров автобуса госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще 3 отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Им назначено амбулаторное лечение. На проспекте Универсиады не смогли разъехаться каршеринговый автомобиль Hyundai и Toyota Corolla. Водитель последний хотел повернуть на съезд, но сделал это так неудачно, что зацепил соседний автомобиль. В итоге его машину развернуло поперек дороги. Подробности ДТП у Зарины Ахметовой. И хотя обе машины были на ходу, их водители не могли отправиться в центр оформления ДТП. Причина в том, что один из участников столкновения управлял каршеринговым автомобилем. Штрафа за аварию молодой человек, говорит, не ждет, так как удар, по его мнению, спровоцировал водитель Тойоты. Он прям на меня как поворачивал. В меня поворачивал. То есть вас въехал, да, сам? Да? Я поверьте, его жду. По его словам, водитель Тойоты начал поворачивать к съезду с проспекта Универсиады в направлении улицы Даурская. Судя по удару, перед этим он не перестроился в крайний правый ряд, как того требуют правила дорожного движения. При этом не рассчитал расстояние до соседнего автомобиля. А вы узнал? Да. Высказать на камеру свою позицию водитель Тойоты не захотел и не спешил признавать вину в надежде, что она будет обоюдной. Впрочем, шансы, что автоинспекторы разделят его точку зрения, невелики. Зарина Ахметова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Подростками, развлекающимися на одном из многоквартирных домов в Альметьевске, заинтересовалась прокуратура. Они свесили одного из своих товарищей с крыши, держа за руки, затем подняли. Все это снимая на видео для одной из популярных социальных сетей. Информацию поручено проверить прокурору Альметьевска и при выявлении нарушений принять меры реагирования. Сегодня Бугульминский городской суд избрал меру пресечения 54-летнему Араику Мирзаяну, подозреваемому в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Напомним, предприниматель был убит 1 сентября. Убийца сзади выстрелил ему в голову, затем произвел еще несколько выстрелов в уже лежащего человека. Подозреваемого задержали очевидцы преступления. При нем был обнаружен пистолет, предположительно орудие убийства.
Сегодня Бугульминский городской суд по ходатайству следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 ноября текущего года. Участвовавший в процессе прокурор Бугульмы ходатайство следователя поддержал в полном объеме. Сегодня в Челнах вынесли приговор 54-летнему Тальгату Абдракипову, который обвиняется в убийстве и расчленении своего школьного приятеля. Рустем Попов пропал 27 сентября минувшего года. Его мать подала заявление о розыске. Фрагменты тела нашли в реке Шельна под мостом. Рамиль Шайдуллин вспомнил страшную историю и услышал, что сказал подсудимый в своем последнем слове. Хочу попросить прощения всех родственников, своих родственников. Простите. Тальгат Абдракипов был немногословен. Просил прощения, но мать убитого Рустема Попова простить его не в силах. Ну ладно бы убил, нечаянно там где-то. Вызвал бы скорую. А тут отрезать голову, отрезать это... Не могу, понимаете. Хотела бы, но не могу. Как рассказывает 83-летняя Флюра Зарипова, в ту роковую ночь ее душа была неспокойна. Сын всегда предупреждал, если задерживается, а тут тишина. Она звонила ему до часа ночи. Ответа не было. Женщина обратилась в полицию и к Александру Князеву. Это общий школьный товарищ Рустема Попова и Тальгата Абдракипова. Ну, я первое время-то и не стал особо переживать. Но при звонках с друзьями я упоминал, что маманя подала в розыск. На судебном заседании присутствовала и старшая сестра Тальгата Абдракипова. Они 15 лет не виделись, не общались. Причин, чтобы что-то кто-то сделал, я не знаю. Но если пьяного человека трогать, любой, наверное, становится уж агрессивным. Части тела Рустема Попова нашли в реке Шильне под Боровецким мостом. По версии следствия, кровавая драма разыгралась в ночь с 27 на 28 сентября минувшего года. Согласно уголовному делу, во время распития спиртных напитков мужчины поссорились, и Тальгат Абдракипов нанес смертельный удар ножом Рустему Попову. Через несколько часов после убийства он расчленил тело школьного товарища, положил в мусорные пакеты и выкинул в реку. Фрагменты нашли не все. Суд признал обвиняемого виновным и приговорил 54-летнего Тальгата Абдракипова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Рамиль Шайдуллин, Эльмира Гайнутдинова, «Вызов 112». Тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили накануне в выгребной яме одного из частных домов в городе Мамадыш. Пенсионер ушел из дома еще 24 августа. С тех пор его никто не видел. На теле эксперты насчитали 14 ножевых ранений. По подозрению в этом убийстве задержан 69-летний владелец этого дома. В совершении преступления он сознался. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следствием установлено, что преступление было совершено во время ссоры, произошедшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Без малого 18 тонн спирта и фальсифицированной алкогольной продукции изъяли. Оперативники Управления экономической безопасности, раскрыв схему ввоза алкоголя в Татарстан. Спирт соответствовал ГОСТу, но ввозился незаконно. По документам, как раствор для приготовления лекарств. Из него же в 2 цехах изготавливали напитки, также незаконно. Нафиса Минязова с деталями. Перегружали. Что? Канистры. Канистры с чем? С технической жидкостью. Как установили оперативники Управления экономической безопасности, спирт в Татарстан ввозили оптом. Но по документам он проходил как раствор для наружного применения и приготовления лекарств. Но вот делали из него впоследствии совсем не медикаменты. Установлено, что задержанные принимали заказы на поставку этилового спирта от постоянных клиентов, которые осуществляли производство фальсифицированной алкогольной продукции и перепродавали третьим лицам. Для беспрепятственного ввоза на территорию республики злоумышленники использовали подложную документацию. Там же полицейские выявили 2 подпольных цеха, где и производили незаконный алкоголь. Там же изъяли более 17,5 тонн спирта и фальсифицированного алкоголя. Согласно результатам исследования, этиловый спирт имеет крепость 94,9% и соответствует ГОСТ. Алкогольная продукция является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 38,8%. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.